село Багир. Оно расположилось в предгорье Капитдага. На этой земле в прошлом расцветала столица древнего парфянского государства Нисса. Герой нашего фильма, композитор Вели Мухадов, родился в этом ауле. Убеленный сединой аксакал туркменской музыки часто приходит сюда, откуда много лет назад начался его нелегкий путь в мир большой музыки. Родители композитора, простые крестьяне, горячо любили и ценили народное, декоративно-художественное и музыкальное творчество. Эта любовь передалась и детям. Под этой ветвистой чинарой часто по вечерам собирались известные в Туркмении балши, и до самого рассвета они состязались в мастерстве. Вели Мухадов великолепно пел и играл на гитаре с детства, но никогда не думал, что ему уготована удивительная творческая судьба. Когда в республику приехал известный советский композитор Велиер, к нему привели молодого парня, автомеханика Вели Мухатова. Композитор угадал в юноше редкий народный талант. В 20 лет, не зная нотной грамоты, не выезжая до этого далее родного края, Вели Мухатов попадает в прославленную Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Вели Мухатов не просто блестяще окончил консерваторию, он до сих пор остался единственным музыкантом, который в студенческие годы удостоен 2 государственных премий СССР. Это были сюита для симфонического оркестра и симфоническая поэма «Моя музыка». Связан расцвет музыкальной культуры народа, появление первой туркменской симфонии, балета, оперы, оратории и кантаты. И в каждом жанре он был новатором и продолжателем классических традиций. Им создано более 200 произведений, широко известных в стране. Годы студенчества по-особому дороги и памятны композитору. Они подарили ему знакомство с людьми, чьи имена вошли в классику современного искусства. Концерты, встречи, зарубежные поездки помогли обогатить ему свое творчество, вобрать в себя искусство народов, понять их самобытность и красоту. Его часто можно встретить здесь, у памятника великого классика Востока Махтумкули Фараги. Любовь к своей земле сроднила 2 сыновей настолько, что сквозь века слились воедино слово Махтумкули и музыка Мухатова в симфонии памяти Махтумкули. Симфония неизмеримо больше, чем портрет классика. Это выражение чаяния поэта. За каждой нотой история и будущее народа. Бессмертие высоких нравственных начал. Вот уже несколько лет творчество композитора неразрывно связано с народным артистом Латвийской ССР, дирижером Василием Синайским.
Василий Серафимович, на протяжении ряда лет вы обращаетесь к творчеству Юрия Мухатова. Чем вызван столь пристальный интерес к его музыке? Вы знаете, наша встреча произошла совершенно случайно. Мы отдыхали на берегу Черного моря, познакомились, подружились, стали говорить о музыке. И я почувствовал большой интерес к нему как к человеку. Он показал себя сразу человеком очень знающим, очень влюбленным в музыку. Это не так часто бывает среди композиторов. Влюбленным в чужую музыку. И кроме того, с ним просто очень интересно. Юрий Мухатович обещал мне прислать партитуру своей первой симфонии памяти Махтам Кули, прислал ее, мы стали работать. И несмотря на то, что Рига очень далека от Туркмении, мы все-таки работали с интересом, и первое исполнение прошло с большим успехом. Публике очень понравилось. После этого на фестивале советской музыки в городе Горьком мы исполнили его раннее произведение, поэму «Моя Родина». Тоже очень всем понравилось. Ну и, наконец, я ждал довольно долго, но все-таки дождался партитуру второй симфонии, над которой работал тоже с большим удовольствием и с большим интересом. Сегодня народному артисту СССР, лауреату государственных премий СССР и Туркменской ССР, профессору, композитору Юрию Мухатову исполнилось 70 лет. В колонном зале Дома Союза на авторском вечере композитора исполнялась симфония «Героическая». Великая Отечественная особо хранится в памяти Мухатова ветераны войны. Десятки лет отделяют первую страницу героической от последней. Бессмертному подвигу героя Советского Союза Айдауда Такирова посвятил композитор свое произведение. Это гимн Великой Победе, гимн народу, завоевавшему ее дорогой ценой. Как основатель школы композиторов, Юрий Мухатов с первых же дней создания работает в Туркменском государственном педагогическом институте искусств. Передает свои знания, опыт и мастерство молодым. Сегодня у Юрия Мухатова необычный волнующий день. Ему присвоено звание Героя социалистического труда. Музыкой, великим искусством я вперед буду прославлять мой добрый и трудолюбивый народ, воспевать самобытную красоту туркменской земли, ее аромат и дыхание. Я низко кланяюсь вам, благодарю, и мое сердце продолжает биться для вас. Спасибо, дорогие товарищи. Кончается еще один день, и завтра начнется для республики с торжественного гимна Туркменской ССР, созданного Юрием Мухатовым. Звуки гимна на рассвете – это точка отсчета каждого трудового дня советского Туркменистана.